Дорогі мої парафіяни, брати і сестри у Христі Пану, слухачі сьогоднішньої урочистої проповіді у день унебавшестя Пана. Господь наш Отец, и Он послал нам Своего Сына, как сказано у Евангелии от Иоанна, не для того, как судить нас и свет, а для того, как нас збавить. Іншими словами, как нас узвысить, как нас поднять. Який стан души переживав Адам у раї після того, як він згрішив, після того, як він сорвав совість з Отцом. Він сховався, він був пригнічений, він був наповнений страхом. Можна сказати, він був прибитий до землі. Но такий стан чоловіка у депресії, духовної немочі, коли він розуміє, що он только человек, он хворый, он слабый, и еще смерть дыша ему в затылок. Як повинен отчувать себе человек такие? Коли только это он отчувает в себе. Это жизнь. Глядите, зачастую человек у депрессии, он таки для жизни, он навіть працевать не может. Настолько духовно он зневолений, настільки він знищений, що навіть фізіологія не здольна виконувати ніяких простих речей. Ось такий подобний стан розпочинався у Адама, коли він був у ситуації гріху. Він піддався спокусі злого духа і був зневолений. Сатана обманув Адама і Єву. Сказал, вы будете богами. А что оказалось? Оказалось, что они стали уязвимыми, смертными, хворыми, слабыми. Вось такие заўсёды обещания злого духа. Пропановы великие, а как Иисус на пустыне обещал, поклонись мне, я весь свет тебе поддам. И что потым, коли отдаси поклон дьяволу? Что потым, коли ты отвернешься от Отца, правдивого Отца? И то, что досвідчив Адам. И кожний, хто досвідчає зневоленості злого, знаходиться в такой ситуации. Отец праз Иисуса пришел к нас подняться. Подними голову, Адам. Погляди. Погляди на Отца, не бойся. Глянь у очі Отцу. Иисус принял нашу природу, человеческую натуру, для того, как нашу натуру узвысить, как ее оздоровить, как ее оцелить, как вырвать из неволи злого. І тому сьогоднішня урочистость унебавшестя Пана, як вучить Костел и молится Костел в сегодняшний день, это узвышение человечей природы, это узвышение человека, это поднятие человека с неволи, с хворобы, со смерти до життя, нового життя, Божого життя, життя наповненого любов'ю, упевненістю, радостью, с утешением, миром. І важливо, щоб ми цю урочистость переживали з Господом, розуміючи, що кожного з вас, мої дорогі брати і сестри, кожного по імені Господь ведає, кожного з нас підіймає Господь. Отець ніколи нас не пригнетає, і Він ніколи нас не попракає. Треба прийняти цю правду в своє серце. Ісус нам показав Отця. Коли Томаш його питався, покажи нам Отца і хопить нам, а Ісус каже, я так довго з вами, а ти Отца ще не бачив. Я есть в Отцу, а Отец во мне. У Христе Отец нам дал все необходное, мои дорогие, все необходное для того, как нас поднять, как нас узвысить, как нас вернуть в рай. Как
направить сувязи с Отцом, которые у нас поломаны, разорваны. Одной из таких важных речей, про которые сегодня я хочу нагадать, это то, что нам не дозволяет отбудовать отношения с Отцом. Это то, что мы сами себе принижаем. И сатана вельми часто на этом играет. Мы не любим себе. Мы недолюбливаем себе. Мы маем шмат претензий до себя. Мы не принимаем свой образ. Поглядите, сколько у людей комплексов с детства по разных причинах. Зранениях разного рода. И многие люди чему не умеют любить? Бога, ближнего. Бо одним з важних кроків, які треба перейти в відносинах до Отця, це прийняти факт того, що ти його дитя. Що Отець на тебе глядить очима любові. І коли Він тебе створив таким, на свій образ створив, то значить у тебе є тільки пригожость, у тебе є тільки добро. Бог нікого не створив забойцем, нікого не створив алкоголіком, нікого не створив наркоманом, гомосексуалістом або іншим. Навіть яким-небудь там маніяком. Бог не створив зла. Бог заклав у твоє серце, у твою душу тільки образ добра. І ти повинен прийняти себе, як Божие дитя, і у Христі починати відбудовувати, узвишати себе, піднімати себе. Це не егоїзм. Тільки у Христі ти можеш поглядіти на себе, як на дитя. Не ховатися від Отця, коли у тебе є проблеми, коли ти навіть нагрошив, коли ти був понижений. Поглядите, скільки ми в дитинстві переживали унижение от самых близких, от самых родных. А ты бестолковый, а в тебе ничего не отримовывается. А якийсь тебе доктор, там, коли ты хотел быть доктором, а якийсь тебе буде муж, жонка, а что с тебе взять? Коли такие слова выходили из уст самых близких, родных, батьков, дедов, твоих сестров, да, это что? Это принижение. Это принижение твоей годности. И это наносило нам глубокие раны внутри души. Это нас принижало, это нас прибивало, это не поднимало нас. И вельми важно, как мы не боялись у наших отношениях с Господом отдавать Ему эти справы, эти раны. Господь, прими такими, какими научи меня любить себе. Сколько раз я вам уже казал про то, поглядите, такие дробные комплексы у нас с детства играются, да? Там у кого-то вихор на голове, у кого-то зубы не так, ухо оттопырено, или еще что-нибудь, да? Ніби такі прості речі, а вони так пригнітають внутрі чоловіка, і чоловік не може собі прийняти. Поглядите, чому сьогодні у сучасності так само жінки здекуються над своїм тілом. То неким там губи роздуваються, то щоки роздуваються, то брові роздуваються, то ще що-нибудь. Поглядите, зачем здекуватися так над своєю природою? У чим причина? Некоторые кажуть, мода такая. Да не мода это. Не мода. Потому что женщина, которая поддается в легкости таким справам, и она бедная, и она зраненная внутри, и она не может принять свой актуальный, здоровый образ, прихожий. Полезись в зеркало и скажи, я ж створена Отцом, такая, какая есть, я, такие, какие есть, это самый пригожий образ. Як ты можешь поправить природу? И что за это потом выходит, когда поправляем природу? Что будет с той женщиной в старости, которая себе губы раздула, альбо щеки, альбо еще что-то? Что с молодежью, которая себе татуируется по всем теле с разными картинками, там, не ведая, но здекуются так, как могут, только над своим телом? Что будет за ним в старости? Что в огуле с их сердцем? Что с душой их? И они не любят себе, они не принимают свой образ. И они дозволяют злому духу играть
и принижать, и нищить образ Бога. А у Библии сказано, кто знищит святыню Божию, того знищить Бог. В сьогоднішній урочистості, коли апостоли, видите, углядалися, як Христос у тілі, у воскресному тілі, увоходить в небеса, не? Рты пораскрывали, очи редкие, да, и бачишь, это что, з'ява, это что? Ну, что это такое? Да, это мистичные речи. Это Божие, Господь показывает, что так и Он возвысил человека, так и Он поднял человека аж до небес. У сьогоднішнім другим читанні святий Павел, поглядите, як пригожа, пише, да? Браты, это до нас, до Божьих детей скированное слово, браты, а Отец славы дал вам духа мудрости и открытия у познания Его. И Он просветлил ваши очи вашего сердца, как вы ведали, как вы познавали, у чим надія нашого покликання, якое багаття слави спадщини гоней для святих, і яка незмірна велич моць ягоної у нас. Розумієте, якая моць у чоловіка скрытая, у Божого чоловіка. Насколько Бог нас узвысил, насколько наша природа милая Богу, мы не повинны ее нищить. Тому, мои дорогие, учитесь любить себе, учитесь принимать свою природу, свою сутность, свою жаночесть. То, что ты мужчина, приймайте свою природу, не можно ее откидать. Тому столько зневоленности, вот эта вся гендерная, вся вот эта идеология изнищает человечество. Это обезображивание образа Божьего у людях. Як можна зміняти пол, коли ти створений Господом мужчиною або жінкою? От думайте, люди добрі. А коли чоловік себе не відчуває, коли чоловік комплексує по той причині, що він жінка, або мужчина комплексує, що він мужчина, да? І шукає виходу з цього. Не? Шукає з цього виходу. По психологам різних ходять. Да? Они там різні методи. Вплоть до зміни полу. Это что? Это знищение человека. Это знищение. Помните, что змена полу, это в присутности Бога и в интернете докажу. Змена полу – это знищение образа Божьего. Натурального образа, которым Господь тебе создал. Проблемы выражать треба внутри, а не в теле. У души твоей проблемы, у сердца твоей проблемы. Коли ты не принимаешь себе в своей властной природе, а сегодня этого масса. Тому Господь нам дал своего Сына, как у Христе нас возвышать, поднимать. Отец нас поднимает, Отец нас не пригнетает, Отец нас спасает. Поэтому треба у Христе схопиться за руку Отца, любящего Отца, который вытянет тебя из этого болота, из-под ману сатаны. Тому тримайтесь, мои хорошие, тримайтесь, детки Отца Небесного у Христе. И починайте себе любить. Починайте бачить у себе натуральний образ Бога, как у Христе потом возвысится аж до небес.